Мы приступаем к своей работе. Арсмира сегодня очень в таком формате. С одной стороны, кандидат в вице-президенты, с другой стороны, председатель Центральной избирательной комиссии. Я думаю, будет у нас очень серьезная беседа. Я бы хотел ответить на последнее заявление Амсахара отчасти, без всякой истеричности в подаче. Очень много говорится о перевороте, и все заявления начинаются именно с этого пункта, поэтому я открыл энциклопедию и просто зачитаю вам формулировку, что есть государственный переворот. Это внезапное отстранение, свержение правительства. Как правило, при участии армии силы, пришедшие к власти, могут устанавливать прямое военное правление или поддерживать коалиционную фракцию, поручив ей сформировать хунту. Во время государственного переворота происходит мгновенная смена руководства страны. Если сравнивать государственный переворот с революцией, то она подразумевает радикальный переворот во всей политической и идеологической системе страны. Поэтому у меня вопрос. Было ли участие армии? Не было. Была ли сформирована хунта? Также не было. Была ли изменена политическая система? Было ли свергнуто правительство? Была ли изменена конституция? Был ли вооруженный захват? Были ли пострадавшие и убитые? Вопрос, что называют кандидаты в президенты государственным переворотом. Если кандидат в президенты называет нынешнюю власть незаконной, нелегитимной, не имеющей конституционные положения, может ли баллотироваться в президенты? На какой конституционной площадке он формирует свои действия и заявления? Я вас не сильно удивлю, если скажу, что носителем суверенитета и единственным источником власти в стране это является народ, то есть ее граждане, которые обозначили свое отношение не только к действующему президенту, но и к системе как таковой. Конечно, в том, друзья, нет ничего хорошего, но тому способствовало множество фактов, меньше из которых, на мой взгляд, лежит даже на самой оппозиции. Если перечислить навскидку, вот по большому кругу, это нежелание перемен, отсутствие плановой экономики, подавление инициативы в бизнесе, неработающая вертикаль, тотальная коррупция, нерастущие зарплаты, пенсии в 500 рублей, отсутствие кредитов, банковской системы, отношения с Северным Кавказом и многое-многое другое, не говоря уже о паспортном вопросе, который стал вехой в терпении народа, поскольку вопрос являлся наднациональным и нес прямые угрозы самому существованию нашего государства. Это что касается большого круга. А теперь я вернусь и проговорю в день 27 мая, день схода. В тот день, непосредственным участником которого я был, для меня было много иррационального в действиях уже экс-президента. То, что он не вышел к народу, является только первой частью. Я был участником переговорного процесса непосредственно в кабинете, где мы не могли прийти к взаимопониманию порядка 4 часов. Я вам говорю о том, что мы не ставили вопрос об его отставке. Мы говорили о ротации кабинета министров. И в то время, когда наш народ, люди стояли на улице под жарой, при неком синдроме толпы, который существует. Так вот, когда ближе к 4 часу пошел штурм, мы все спустились, выбежав навстречу. Штурм спровоцировал один из охранников, который бросил стул в парадную дверь, разбив стекло. Я вам скажу, что антитеррористический центр практически сдержал натиск, остановив людей в первых 7 метрах от входа. Нам понадобилось порядка 40 минут, чтобы людей успокоить, где мы говорили, и я в частности, о том, что президент подписал указ об своей отставке, что, конечно, не соответствовало действительности. И только убедив людей, что это так, нам удалось их вывести. Вот то, что президент в итоге действительно бежал
он лично мне оказал услугу, поскольку как мне бы потом пришлось бы разговаривать со своими сторонниками, мне сложно было бы представить. В соответствии с Конституцией страны власть перешла парламенту. Были обозначены новые выборы. Спикер стал исполнять обязанности на последующие 3 месяца. Я был участником переговорного процесса со стороны общеоппозиционных сил. Я вам скажу, что на 4-5 день у президента появилось желание как-то переиграть текущий ход событий, где с силовиками состоялся разговор о захвате администрации президента, на что они сказали, что в людей мы стрелять не будем, а другой возможности у нас нет. В тот день, когда президент подписал указ об своей отставке, был последний разговор с Амцахарой, где они в один из понедельников задали целью собрать народ. Потом здесь все аргументы за и против, они от этого отказались и дали понять президенту, что возможности вернуть все на свои круги уже нет. После чего президент и подписал указ об своей отставке. Когда я говорил о недоверии, выражившемся со стороны Амцахары, я четко сказал, что я имею в виду этот случай. И в тот день я был на связи с Гариком Саманбой, мы созванивались в течение дня порядка 5 раз и даже собирались вечером выйти на совместную пресс-конференцию. Но по этическим соображениям он это не сделал, и мной это принимается. Мы не первая страна в мире, которая в своем развитии проходит через подобный циклический путь развития, связанный с напряженностью. Но состоялись мы как государство или нет, на мой взгляд, зависит от того, насколько быстро и цивилизационно мы из него вышли. Вот то, что мы от полного противостояния, фактически к полному консенсусу вышли за неполную неделю, говорит о том, что мы состоялись как народ, как нация, являемся обществом неразделенным. Единоличная абсолютная власть, наверное, не могла привести к другому, когда не было ни одной организации, партии, либо просто человека, к которому президент прислушивался. Мы вышли на выборную прямую. Единственное, что мы просили, о том, чтобы выборы были честными для всех. Других у нас нареканий нет. Но в итоге я настаиваю на том, что административный ресурс, который остался за системной властью, не дал нам такой возможности, который заключен в исполняющем обязанности премьер-министра, который за собой также оставил и должность министра финансов, о главах администрации, о мэрах. Но главный административный ресурс, он в окружных и участковых комиссиях. Он даже действительно не в ЦИКе, поскольку напрямую ЦИК ни за что не несет ответственности. У меня вопрос следующий. Если в воскресные дни люди уезжают из города в села, то это значит, что раз где-то прибыло, то где-то убыло. Как получается, что во время выборов на всех участках страны одновременно количество людей, голосующих по дополнительным спискам, у нас поднимается от 15 до 25%, где в среднем является 20%. Это даже, друзья, знаете, против законов физики. Значит так, я не знаю, откуда у вас такие данные по поводу 15-20% дополнительных списков. Откуда вы такие данные имеете? У нас таких данных нет. Дело в том, что дополнительные списки в законе определены четко и ясно. Самое главное в законе о выборах в соответствии с Конституцией – это предоставление каждому гражданину Республики Абхазии выразить свое волеизъявление, если он на то имеет право. Дополнительный список, хоть его критикуют по-разному, он не является незаконным, он законный. Он как бы прописан в нашем действующем законодательстве и не является чем-нибудь, что может помешать избирателю. Дело в том, что дополнительные списки слагаются из того количества людей, которые, предположим, переписались. Вот одни выборы прошли, до других выборов, как говорится, перепрописались. Эти данные не попали, предположим, в участковую комиссию. Второе, бывает, что люди получили, как говорится, паспорта, но, к великому сожалению, при предоставлении
списков, вы знаете, в соответствии с законом, прямо прописано, что списки составляются при предоставлении главами администрации сел, городов и так далее участковым комиссиям. Значит, они не попали туда, потому что вы прекрасно знаете нашу систему ОВИРа на сегодняшний день, насколько там несовершенна. И глава администрации села не всегда имеет полный список граждан, проживающих на его территории. Эти списки в соответствии с этим дополнительно растут. В этом ничего страшного нет. Потом люди получают, скажем, паспорт, им исполнилось 18 лет. Не получил информацию главы администрации или же дом управления, ничего страшного нет. Далее, ОВИР не имеет данных в отношении лиц, которые переписались из одного района в другой район. Нет общей базы в стране, которая четко может определять передвижение гражданина из одного района в другой район. Вы знаете, у нас поствоенный, как говорится, период, когда была приватизация жилья, очень многие наши односельчане, как бы и другие, как и в других селах, оформляли себе жилье в городе Сухум. Дай Бог, как говорится, вот, свободное жилье было и так далее. Естественно, пошла, когда приватизация, они вынуждены были выписаться у себя и перепрописаться в Сухум для того, чтобы приватизировать это жилье. То есть вот эти все моменты, которые есть, вот это и есть дополнительный список. Самое незаконное в этих вещах, прямо прописано в законе, это если гражданин пришел со своим паспортом голосовать и его не вписывает в список. Даже в законе прямо написано, что в судебном порядке должны пересмотреть и срочно же принять меры для того, чтобы его зачислили в список избирателей. Вот каким образом складывается наша ситуация. Мы в прошлых выборах занимались тем, что подсчитывали количество людей, которые прошли по дополнительным спискам. Вот из того, что нами было наработано, было порядка 20. Вы, когда говорите, что это не так, вы на что-то определенное опираетесь? Мы собираем после окончания выборов вот эти дополнительные списки, смотрим, как говорится, где они прописаны и так далее, и мы работаем с ними. Никто никаких других данных, к сожалению, не имеет. Что касается ОВИРа, он, естественно, это и не ведет, и не должен вести. Откуда у вас такие данные, я не знаю. Значит ли это, что на этих выборах у нас не будет по дополнительным спискам людей, приближенных к 20%? Я вас правильно понял? Конечно, у нас будут дополнительных списков. Нет, однозначно. Да, но я имею в виду количество дополнительных списков. В этом ничего, я еще раз повторяю. Между 5, в этом ничего нет. И 20% лежит безграничная пропасть. Поэтому я вас спрашиваю, будут ли от 15 до 20, или вы гарантированно говорите, что это невозможно? А я вас спрашиваю, как говорится, почему, как говорится, мы должны, в каком законе прописано, что если не 15%, подождите. Вы мне утверждаете, что это невозможно. Я ничего не утверждаю. Я вам задаю вопрос. Я вам сказал, что вы акцентируете на том, что было 20%. Я вас спрашиваю, откуда у вас такие данные? У вас таких данных нет. Я вам ответил, откуда. Откуда? Я ответил, потому что в прошлые выборы... Нет, какие у вас данные? В прошлые выборы мы занимались, и все вывешенные на участках списки были нами обработаны, также подытожены и подбивались к вашим цифрам. Мы имеем на это право. Понимаете, и теми же списками обладали практически мы. Из чего следовало, что порядка 20%... Можно вопрос, где эти списки? Нет, это вы можете на них не ориентироваться, но нет, я это спрашиваю, наши наработки. На прошлых выборах проголосовало 106 тысяч. А я хочу вас спросить, все-таки возможно, что на этих выборах проголосуют по дополнительным спискам? Конечно, будут люди, кто говорит, я не могу сказать, сколько будет. Ну, возможно, что такое количество? Не могу утверждать. Я могу говорить только конкретными цифрами. Из 106 тысяч, которые проголосовали в 2011 году, вы утверждаете, что 20 тысяч были по дополнительным спискам. Да. Это неправильно. А сколько было? Нету данных. Я еще раз говорю, мы не считаем количество дополнительных списков. Вы говорите, что не 20. Да. Вы не говорите, что вы не считаете. Откуда вы знаете? Значит, я вам могу сказать, приблизительно общее количество данных, которое у нас было, составляло около 7%. Так все-таки считаете? 7% приблизительно было. Вот. А это, как говорится, количество на каждом участке по-разному. В городе Сухум, я еще раз говорю, не было такой суммы 20 тысяч.
2009 года, правда, не 2011. Из 121 тысяч избирателей, да, из них 19 тысяч было по дополнительным спискам. Откуда мы берем цифры о том, сколько в основном, сколько в дополнительных? Из протокола участковой комиссии, который дает разбивку, сколько всего проголосовало, сколько по основному списку и сколько по дополнительному. Тимур, по 2009 году у меня данные есть. То, что ты мне говоришь по дополнительному списку, который там есть, как говорится, этой цифры нет, которую ты называешь. У меня лежат данные, а по 2011 году мы приблизительно для себя делали. Опять-таки, это не является, как говорится, каким-то нарушением. Приблизительно составляет около 8%. Я хочу спросить у вас, в чем они мешают? Можете объяснить? О качестве работы участковых окружных и ЦИКов в целом. Вы нам сейчас объяснили, что во всем виноваты паспортные службы администрации, но 3 месяца на время до момента выборов объявляются выборы. За это время я считаю, что вполне возможно поработать вплотную с цифрами, со списками и прийти к одной вменяемой цифре какой-то. Это вы считаете. А давайте теперь мы посмотрим, как считает закон. Статья номер 10, абзац 2 Конституционного закона о выборах депутата Народного собрания. Списки избирателей по каждому избирательному участку составляются участковой избирательной комиссией по установленной Центральной избирательной комиссией форме на основе данных, представленных главой местной администрации, подписываются председателем и секретарем участковой избирательной, заверяются печатью участковой комиссии. На основе данных, полученных, вот что говорит закон, господин Голландцев. Поэтому, говорится, мы следуем строго закону. Если вы хотите сказать, что у нас система паспортно-визовой службы не усовершенствована, это они и сами знают без нас, вы знаете, что у нас нет общего компьютера данных в ОВИРе, который может четко дать. У нас нет специалистов в МВД, которые могут работать, компьютерщики, у них работают из Краснодара люди, которые приезжают в редких случаях, когда есть такая необходимость. Вы можете спросить у начальника ВЕР. У меня один вопрос. Почему эти вопросы у вас нет желания задать Министерству внутренних дел? 10 лет вопросы задаем действующие власти. Нашими штабами уже на протяжении 2 месяцев проведена большая титаническая работа, где мы выявили множество так называемых мертвых душ, которые не последние 2-3 года, о которых вы говорите, что население кто-то убывает, кто-то прибывает. На протяжении уже нескольких выборов так и остаются от списков к списку. Мало того, были обнаружены и двойники. По одному из них я вам приведу случай. Сходилось все, кроме года, 69-68. Но для того, чтобы иметь некую доказательную базу, нужно было у человека попросить паспорт, что нами и было сделано, где человеку объяснили в очень вежливой форме, но ответа не последовало, и дверь была закрыта. Ровно там, через очень короткое время Леонид Иванович сделал по этому поводу заявление, подал в прокуратуру жалобу, и нашего начальника Сухумского штаба вызывали в прокуратуру, где поставили на вид, что у людей паспорт брать нельзя, хотя мы лишь хотели привести списки в порядок. По поводу мертвых, нам да? даже чистить не дают эти списки. Кто вам не дает? Нам, в том числе, я готов грешить на вас и скажу почему. Да. Потому что, почему вы я вам грешите? скажу, да. Потому что за то время мы нашли немало людей, понимая, что за оставшиеся 2 недели, когда будут вывешены списки, этого времени очень мало для того, чтобы такие столь значимые расхождения были учтены. И поэтому мы Какие базу, значимые? я вот здесь аналитическая справка есть на Варшаву, я его в конце ознакомлю, но просто изначально хочу проговорить. И мы эти списки подавали в ЦИК. Нам сказали, что их учтут. Но ровно за 2 недели вывешены списки, где ни одно из наших замечаний не было учтено, но было сказано, что вы должны работать на периферии, с окружными комиссиями, с участковыми, с милицией, что вас это не касается, это не в зоне вашей компетенции. Вопрос можно, кому это было конкретно сказано. Я не хочу просто огульные разговоры. Если кто-то приходит в ЦИК, мы общаемся со всеми. Конкретно, потому что у меня здесь конкретные Вы бумаги. сами не раз себе позволяли говорить, что вас это напрямую не касается. Разве это не так? Что именно? В том, что
насколько правильно составлены списки, это вас не касается, и парировали на участковой комиссии? Во-первых, я не парировал, я объяснял. И объясняю еще раз в отношении лиц, которые умерли. Вот здесь у меня есть бумага. Вы говорите, что штабы работали правильно? Абсолютно правильно. Любой, кто к нам пришел в Центральную избирательную комиссию, изъявил желание помочь в отношении мертвых и так далее, сказали, что они знают, мы сказали, ради Бога, вопросов нет. Но есть одна очень тонкая категория. Министерство юстиции ежеквартально присылает в ЦИК, для нашей базы, это не список, лица, которые умерли и получили свидетельство о смерти. Мы можем принять только документ, заверенный, как говорится, Минюстом, для своей базы. Что же касается лиц, которые не получают свидетельства о смерти, а их в Абхазии самое большее количество, то это можно выяснить только в период выборов. Объясняю, каким способом. Если в список, который, как вы говорите, главы администрации, вы видите, что они должны иметь, кто у них там умер, они должны выписывать. Везде в мире есть элементарно простой вопрос. Когда человек умирает, его паспорт сдают в паспортную службу, получают свидетельство о смерти и так далее. В Абхазии, как вы знаете, это редкий случай, чтобы кто-то сдал паспорт, получил свидетельство о смерти. Только в случае, если какие-то жилищные моменты есть, переход, наследство, только в таких случаях делают. Мы, слава Богу, все живем в деревнях. Но когда речь касается о человеке, и ты записываешь о том, что он умер или не умер, это очень тонкая категория. Могу вам объяснить. Вот смотрите, у меня лежит список. Мы поблагодарили, кстати, всех тех, и ни разу не назвали, изначально я лично давал, те, которые нам помогали, если у них какие-то ошибки были, мы объясняли, в чем дело. Значит, но когда начали нас, извините меня, несправедливо критиковать, вот база, которую нам принесли, умершие, видите, написано. А вот список живых из этого списка умерших. Могу подарить, оставить здесь на ксероксе, если кто-то хочет узнать. Вы знаете, когда позавчера член участковой комиссии в Новом районе женщина, пожилая, звонит председателю округа и говорит: Батар Иванович, как же можно было члена комиссии назвать умершим, когда она у нас здесь сидит и работает? Как некорректно вы поступили? Я считаю, что это не есть хорошо. Когда, вот чтобы не было вот таких вещей, мы не занимаемся этими списками между выборами, а занимаются этим именно участки. Потому что в деревне они 100% должны убедиться, что этот человек умер или нет. И только тогда зачеркнуть. Вот список, который принесли участковой комиссии, где четко расписано, когда кто умер и так далее. А это, как говорится, я их ни разу не называл, не хотел называть. Я думал, что молодые люди будут очень четко как бы вести свою работу и так далее. Использовали вашу площадку, господа, я не знаю, как бы непроверенные вещи вообще нельзя давать. А вот это 215 тысяч. 2015 человек, извините, которые, как говорится, значит, считаются умершими и нам принесли в помощь. Мы сказали: ребята, это надо перепроверить. Конечно. Так вот, здесь есть люди, которые умерли 5 раз, 4 раза, 3 раза, 2 раза умерло 300 человек. Здесь есть список фамилий, тоже подарок оставлю здесь. Человек, который умер 2 раза с 2 разными регистрациями, свидетельства. Я понимаю, что выдали одному, знаете, вот, ну скажем, умер, справку 1 раз дали, 2 раз дали, 3 раз дали. Но регистрационный номер, да, должен быть один и тот же. Разные регистрационные номера. Ну, господин, скажем, я не хочу фамилии называть, понимаете, это наши родственники, друзья, неприятно человека фамилию сейчас называть. Но я оставлю здесь, Варсмира. Если хотят помочь, помогите, проблем нету. Задача общая, вопросов нет. Нам прислали, мы посылаем обязательно на участок, для того, чтобы они точно убедились, умер этот человек или не умер. Вместо того, чтобы заниматься своей предвыборной агитацией, этим делом, поскольку видим, что ВОЗ и ныне так. Павел Иванович, как вы объясните, что без элементарно национальности 16 просто. тысяч, а 30 тысяч через месяц появилось? 30 тысяч через месяц. 30 тысяч чего? Вот смотри, без национальности 16 295, в июле уже 29 Дорогой мой тысяч Виталий, 082. ты просто не в курсе, национальность не пишется у нас. Не, ну, Вынужден тебя если огорчить. она не писалась, то она и не писалась. Она не пишется у нас национальность. А без Значит, улицы и без дома тоже у вас не пишется? У нас без улицы. И Виталий, без вы ездите по селам на предвыборные дела, не ездите?
Речь Вы не идет о ездите? селе. Нет, спрашиваю, ездите? Езжу, конечно, я этим И занимаюсь. как для много того, чтобы улиц с заниматься. названием вы видели в селах? Речь идет в районах и городах. Я же еще раз говорю, в городах вам могу точно сказать, что касается города. У меня есть данные по 7 человек, у которых не было, могу назвать. Значит, город Сухум было 10 человек, когда мы отправили в комиссию, точно определили наименование улицы. В Ткварчале было 3 человека, в Гаграх 7. То есть, сегодня их нет. на понижение должно идти. Да, вы послушайте, не на понижение. Когда выдается паспорт, мы не можем от себя писать. В паспорте написано, выдано Табагу Батал Иванович, а Чемчинский район, село Гутол, улица не пишется. В наших селах в редких случаях есть улицы, вы же ездите, встречаетесь. А да. Когда человек выступает и говорит, что 43 тысячи, как говорится, ошибок, ну как? Понятно, что улицы не заполнены. А двойники и покойники вообще, они учитываются? Здесь у нас 1400 на 1450, вот только на возрастание идет, несмотря на то, что... Вы понимаете, в чем дело? По покойникам тоже такой же счет. Я поэтому сказал изначально, я не хочу апеллировать. 10 лет занимаются базой в ЦИК. Если бы это очень легко было бы, то здесь не было бы таких ляпсусов. За 2 дня это не сделать. Я вам объясняю. Если бы не занимались бы, у вас не было бы и того, что есть. Но я вам хочу сказать одну вещь. Вот, например, что значит двойник? Двойник для компьютера, это у тех, у которых идентичное все, правильно? Так вот эти люди, про которых вы говорите, это не двойники, это тезки. И я вам могу назвать, какое количество их есть. Вот смотрите, полных тезок, у которых фамилия, имя, отчество. С десяток найдете. В базе ЦИК. Да какой из десяток? Я вам говорю. В списке ЦИКа 1442 полные тезки. Нет, адреса разные. Мы отправляем на участок для того, чтобы они четко определили. Вот этот человек, у которого одинаковая фамилия и имя. Значит, и отчество. Если у него день рождения или год рождения не схожи, это неизвестно одно и то же лицо или два. Поэтому комиссия у себя должна определить. Мы отправляем и говорим, будьте любезны, определите у себя, кто он и где он прописан. Потому что он записан в одном, может быть в Гаграх, завтра переписался в Сухум. И мы отправляем на место, естественно, их проверяют. А что в этом такого, я не понял. Это что? Какие-то проблемы? Да, проблемы в чем? Время идет, мы таких вычисляем, подаем, и проверяем со следующего месяца, а воз ныне там. Мало того, таких людей только становится больше. Мы обнаружили 211 человек, которых из мингрельской национальности, которых за это время перевели каким-то образом в другой округ, где они могут голосовать. Из какой округ кто может перевести? ЦИК этим не занимается. Если паспортная служба переписала их, я не знаю, выписали. Или это вам вообще значит, я вам еще раз говорю, поймите правильно, мы не можем знать. Я же не могу к водоканалу пойти, с Черноморэнерго с этим пойти. Вы являетесь председателем ЦИКа. Вы что-то не попутали. Вы имеете в виду переписались? Переписали? Переписались, да. А что тут такого? У нас ежемесячно в Абхазии сейчас за этот месяц переписали 211 человек. Это 300 нормально. Человек. Я много раз давал интервью и говорил, в пределах до 300 человек ежемесячно в Абхазии люди переезжают, перепрописываются. Это что, плохо что ли? По всей Абхазии. Лишенные паспортов, вот у меня данные, ни один человек, лишенный паспорта, в списках на сегодняшний день участка нет. Они все удалены из базы данных. Сегодня этот разговор идет, и уже каждые выборы, последние чуть ли не 10 лет, весь разговор идет вокруг вот этой базы данных, которую создал ЦИК и которым вечно недовольны. Мне очень интересно, вот на основании какого закона вот эта база данных создана, и почему ЦИК вот этой базой данных подменяет уже 10 лет работу участковых комиссий. Они не работают, они работают последние 14 дней. База данных возникла еще после выборов 2005 года. Из тех данных, которые были внесены и создана база данных, которая все время обновлялась. Она создана для того, чтобы было удобно работать всем комиссиям и главам администрации. Когда подходят выборы, в связи с тем, что у нас в администрациях сел, в домоуправлениях были проблемы, мы как болванку из тех данных, которые в свое время получили,
убрав оттуда, как говорится, тех лиц, которые, скажем, прибавились или убавились, я не знаю, отдавали, как говорится, на местах, что и делается всегда. А на местах они уже смотрят, они могут применить эту базу данных, могут не применить. Это ихнее право, мы никому не навязываем. Это не регулируется, дорогой мой, отдельным законом. Законом регулируется составление списков, в котором написано. Это внутренним, как говорится, нашим регламентом избирательной комиссии было создано, она никому не мешает, никому не вредит. Мы получаем базу данных с УВИРа. Я не хочу критиковать другие ведомства. Если у вас есть желание, я вам могу дать базу, которую мы получаем с УВИРа. Есть очень много вопросов. Я вам хочу сказать, что связанные не только с улицами, но и с годом рождения, именами и прочими делами, почему вам не пойти туда? У них нет возможностей. Поэтому, как говорится, к великому сожалению, в несовершенном виде у нас идет. Мы тоже поставили вопрос, но я вам хочу сказать, они тоже не факеры. Они не имеют таких возможностей, у них нет таких мощных компьютеров, у них нет специалистов, и мы это понимаем. Мы туда даже вводим своего компьютерщика в УВИР, для того, чтобы, как говорится, он посмотрел. Винить людей в том, что у них нет, нельзя. Поэтому, как говорится, вот такие вопросы. Но я думаю, что так будет, пока не будет возможностей технических для Министерства внутренних дел. Потому что, поймите правильно, Министерство внутренних дел занимается в основном преступностью. Да, паспортно-визовая служба находится у них, но у них нет таких возможностей дать там мощнейшие компьютеры, посадить любого компьютера. Все здесь сидящие, очень грамотные люди, вы знаете стоимость труда компьютерщиков. Вот. Там должны сидеть люди, которые должны получать достойную заработную плату. Я думаю, что... Если мы говорим о государстве, что значит у нас нету таких возможностей? Все итоги выборов, все, кто избирался в депутаты, в президенты, ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на результаты, или действительно бы это было или нет, никогда не было. Я вам хочу сказать, при всем при том, что вот эти списки якобы, они носят характер такого несовершенства, ни на что никогда не повлияло. И не будет влиять, потому что выборы прозрачные, выборы, говорится, всегда для всех одинаковые. Любой кандидат, начиная от депутата, который баллотировался, когда приходит, мы ему с удовольствием даем эту базу, мы ее никогда ни от кого не скрываем. И говорим, ребята, вот есть вот это, вот такие недостатки, вот такие плюсы. Вот что мы имеем, отдаем на места. Все, списки не влияют Нам ни не на надо что. этим заниматься, потому что на это есть компетентные органы, которые не занимаются, потому что у них нет соответствующих компьютеров, сметы. И у нас при отсутствии электронного учета населения мы проводим выборы, но они всегда законные и прозрачные, соответствуют действительности. Да, потому что они Я сформулировал то, что по вы закону. сказали. Получается, что непосредственные компетентные органы эту работу не делают в связи с теми причинами, которые обозначил Батал Иванович. Мы, исходя из своих возможностей, в желании того, чтобы выборы были честными и были признанными всеми сторонами, как факт, мы эту работу проводим. Собрали базу данных, подали ее. Нам обещали, что ее примут, и они уже будут учтены за 2 недели до того, как списки выдаются. Этого не оказалось. Нас послали на периферию в участковые окружные комиссии. Там, в свою очередь, что для меня было новостью, оказалось, что, вот, к примеру, Нацандрифшин, глава администрации, он же председатель окружной комиссии, причем штат практически так же укомплектовал за счет аппарата администрации. Уже идет 3-й день, и ни один из участков, особенно крупных участков, не открыт, где у людей нет возможности, куда нас отослали, там на месте просмотреть эти списки и дополнить. Какие участки, скажите, пожалуйста? Цантрифские, 1, 2, 3 из тех 13, которые там находятся. Для меня является откровением, что у нас нет электронного учета населения. Да, с ваших слов. Потому что нет соответствующей технической базы, нет возможности, получается, списки сделать чистыми и определенными, но они законны. Как конечное резюме. Как вообще они законны, потому что эти списки составлены на базе данных, которые у нас есть. Да. Список попал, как говорится, мертвый, его вычеркнут. Это не является нарушением в соответствии с законом. Со всеми списками, которые, если, как говорится, возникли проблемы, они отработаны. Комиссии работают, у нас нету никаких недостатков. Наличие покойников в списке, как говорится, не является страшным, как говорится, нарушением.
просто комиссия, если не знает, что он умер или не умер, она не может его вычеркнуть. Вот вы все говорите нарушение. На что влияет, скажите? На то, что систематически за них кто-то голосует, например. Не исключено. Да, никто не может голосовать ни за кого. Из того, что нам было сказано, нам были поданы выдержки из неких законов, причем в неком хаотичном порядке, что совершенно нас запутало. Здесь сама подача, мне кажется, была чрезвычайно проста. Вот я не получил ответы в том, что могут ли быть на данных выборах по дополнительным спискам от 15 до 20% идущих по дополнительному списку. Определенного ответа не последовало, сказали да, может. При этом до этого был получасовой диалог, что теоретически это невозможно, а практически, уже извините, это не мое дело. Если говорить о том, являются ли выборы внятными, определенными и честными, то при той избирательной системе, отсутствия мощных компьютеров, отсутствия слаженной работы, такой возможности нету. Но в априори они честные, поскольку никто никогда их не обжаловал. Это уже вопросы к избирательной системе, где после драки кулаками не машут, и поэтому такие ответы мной не воспринимаются. Конструктивного диалога, друзья, на мой взгляд, не получилось. Когда говорят о том, что о маркере, это же о многом говорят. Вот для меня маркер — это линия обороны для ленивых, поскольку когда существует маркер, всегда существует какой-то антимаркер, в зависимости, кто этот закуп производил. Где если там той же аэрозолью обработать палец заранее, это он для, условно, меня не с вами будет маркер действовать. А тот, кто хочет голосовать по многу раз, имея на руках несколько паспортов, что для Батала Ивановича из области невозможного, на них как раз этот маркер действовать не будет. Является ли он некой угрозой для здоровья? Это 100% нет, поскольку он не на химической основе. И здесь я проблем не вижу. На мой взгляд, маркер даже в несколько степени отвлекает наше внимание, полагая, что уж этот маркер не даст возможности кому-либо проголосовать дважды, что якобы сподвигнет нас не вычищать эту данную выборную систему. Что мы пытаемся сделать? Нас отфутболили нашу месячную работу к тому моменту, когда ЦИК вывесил списки, отфутболили, еще раз повторяю, на периферию. Когда мы пытались там отработать эти списки, многие участки не открыты. На вопрос, правильно ли и возможно ли по закону это, что глава администрации, это его аппарат, является не просто там членами комиссии, в том числе и председателем, я не знаю, насколько это по закону, на который так любит ссылаться Батал Иванович. На мой взгляд, просто эта система, когда тот же президент на последнем своем съезде, которых он собрал, из своих сторонников сказал, что без моего участия здесь никто не станет президентом, речь шла от этих списков, которые наработаны за десяток лет и обставлены таким образом, что черт ногу поломает. Кроме нескольких человек, которые в этой мутной воде всегда выложат то, что им нужно, и дадут фору для своего кандидата, как минимум 50-20% фактически из тех, что идут по дополнительным спискам. Мое мнение таково, и Батал Иванович меня в этом не разубедил. Я еще раз повторяю, у меня вот после таких ответов еще больше осталось вопросов.